Преклони ухо Твое ко мне и услышь слова мои. Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл Твоих укрой меня. Осознаем наши грехи, особенно просим у Бога прощения за грех, лень в молитве. Сегодня Бог нам говорит, насколько важна молитва в нашей жизни. В то время Иисус сказал своим ученикам притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря: в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал всем сам себе: «Хотя я Бога не боюсь и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог и не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя им медлит защитить их. Сказываю вам, что подаст им защиту скорее. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Слово Господне. Слава Тебе, Христе! Сегодня Бог нам объясняет тайну молитвы. Молитва – это живое общение с живым Богом. Молитва нужна не нам. Некоторые говорят: а я Богу принес молитву. Как бы то не нам была нужна. Так и наше поведение. Что я молюсь, потому что нужно Богу, вот, чтобы я помолился. И лукавый он нам подсказывает: да, ты помолись, там, может, не сейчас, но с наставлением, что она тебе тяжело дается. Она, это нагрузка. И мы одна мысль, будем молиться: ну так нудно, потом можно. То мы сами себе ставим в такое понятие, что она нужна не нам, а Богу. А Богу ничего не нужно. Наша молитва Богу ничего не прибавляет. Он не стает богаче благодаря нашей молитве. Наша молитва нужна нам, нашим близким и всему миру. Есть люди, которые никогда не прочитали ни одной молитвы. И их души, возможно, будут спасены молитвами тех, кто от их имени каждый день говорит: «Отче наш». Не говорит: «Отче мой», говорит: «Отче наш». То есть, даже если ты один молишься в своей комнате, в своем доме, и говоришь: «Отче наш», то молишься от имени всего человечества, от имени всех братьев и сестер, также от имени тех, которые не знают молитвы и не просят Бога, а Бог им дает. Потому что кто-то от их имени просит. Есть люди, которые не веруют в Бога, а получают благодать. Потому что от их имени просят другие. Бога о милосердии, о прощении, о милости. Поэтому Господь дает ответ на наши прошения, и бывает, что не всегда нам подает то, что бы нам хотелось, а то, что нам нужно, а еще больше то, что нужно ради спасения всех людей. Вот это очень важно. Бог подает нам то, что нам нужно. И бывает так, мы о чем-то просим, говорят: Бог меня не слышит. Я столько молитв прочитал, чтобы Господь мне вот это дал, а Он меня не услышал. Услышал лучше, чем тебе
кажется. Бог слышит не даже саму молитву, это не проблема для Него. Бог даже слышит твое сердце. То, что ты думаешь во время молитвы, Бог слышит. Силу молитвы имеет чистое сердце. Когда мы молимся, будучи в грехе, принята молитва. Но большинство этой молитвы поглощает наша греховность, которая нуждается в исцелении. Поэтому силу молитвы имеет чистое сердце. Если ты после исповеди, после глубокого обращения возносишь к Богу молитвы, эти молитвы идут в пользу очень многих душ. Сегодня в первом чтении из книги Исхода мы слышали, как Израиль попадает в конфликт военный, амалекитяне хотят их уничтожить. Поэтому битва. Израиль, народ, верующий в Бога, и народ, который противится израильтянам, амалекитяне, приступают к бою. Моисей отправляет на битву Йозуэ, Иисус, сын Навина. Но чтобы не путать с Иисусом Христом, потому что в Ветхом Завете давали имя Иисус многим, и сегодня в некоторых странах дают имя Иисус, но славяне, слава Богу, не называют своих детей Иисус, потому что один есть Спаситель Иисус. И это хорошая традиция славянских народов, что мы этого святого имени не даем детям на крещение. Но есть страны, в которых дают имя Иисус на крещение. И вот Йозуэ идет драться вместе с воинами, а в это время Моисей молится. Моисей, Аарон и Ор вышли на вершину холма. И Моисей начинает молитву, видит перед собой территорию битвы, поднял руки до Отца Небесного и просит, чтобы Он, Небесный Отец, послал свою благодать на избранный народ, чтобы победить. И как держит руки вверху, побеждает Израиль. Но так долго руку держать вверху невозможно, устают. И когда Моисей опускает руки, в это время амалекитяне наступают, и Моисей видит вместе с Аароном и Ором, что действительно много зависит от его молитвы, от того, подняты руки или нет. Поэтому Аарон и Ор, видя это, подставили каменюку большую, чтобы Моисей присел, и поддерживают его руки с левой и с правой стороны, чтобы он их держал, чтобы они не выпускались. И до вечера Израиль победил амалекитян. Господь показал нам, насколько силу имеет наша молитва, а также как много зависит от того, как мы молимся. Как мы молимся. Есть разница стоять на коленях на молитве или сидеть. Есть разница иметь приподнятые руки, то есть когда есть речь о жест моего тела, жертва моего тела, когда стоять на коленях, оно неудобно. Неудобно, оно сложно долго стоять на коленях, сложно потом подняться. Так само, как и руки приподнять, это сложно, тело ощущает дискомфорт. Если мы молитву объединяем с вот этой жертвой, например, молитва о паломничестве, идем, ноги болят, а мы идем молимся, это все дает плоды.
в молитве. Святой Отец Пио, который так много людей исцелил и духовно, и физически, он за каждое исцеление заплатил, так не говоря некрасиво, заплатил страдания в теле, объединял молитву и страдания телесные. Братья, которые с ним жили в монастыре, говорят, Падре Пио целую ночь был на молитве, когда все братья спали, а он в храме молился, стоя на коленях. Ему было очень неудобно, ему тоже хотелось спать. Но он видел, что есть люди, которые нуждаются в помощи. Кто-то ждет исцеления. Кто-то написал письмо, что умирает ребенок, безнадежная ситуация. Падре Пио идет в храм и ночью молится, и приходит ответ. Его чистое сердце, святая жизнь и жертва, вот это неудобство, когда хочется спать, а он идет на молитву, когда можно было сесть, он стоит на коленях, дает плоды. И это нам Господь сегодня показал в первом чтении. И Иисус в Евангелии показывает нам вдову, которая не имеет защитника. Вдова, то значит, мужа нету, кто за ней будет защищаться? Никто. И судья не собирается ее защищать. Судья знает, что ему вдова даст. Денег у нее нет. Но зачем тратить время? Но она так настойчиво приходила, так его просила сильно, не отступала, что он устал. И говорит, ну ладно, помогу, чтобы она больше не приходила и не докучала. То есть Господь нам показывает, насколько важно есть настойчивая молитва. Если мне действительно чего-то нужно от Бога, то я буду просить. И эта настойчивая молитва прежде всего меня утверждает, что я сам слабый и немощный. Я сам не могу справиться. Если меня Бог не защитит, никто меня не защитит. Ни страховая компания, ни врач, ни адвокат, никто меня защитить не может, кроме Бога. И настойчивая молитва – это есть мое упование на всемогущего Бога, который все может. Теперь вопрос. Лучше какое-то время не молиться, когда нет внутреннего настроения, а подождать, пока будет внутренний настрой хороший, и тогда читать молитвы. Или лучше молиться тогда, когда я не настроен на молитву. То есть так, как с пищей. Если ты голоден, и нету того, что ты любишь, нету хорошей пищи, чтобы не умереть, ты кушаешь то, что тебе дают. То, на что ты возможности имеешь. Это может быть стакан воды и сухарь. И этого достаточно, чтобы не умереть от голода. Так само и в молитве. Даже когда чувствуешь, что у тебя нет такого настроения, атмосферы для молитвы, все равно нужно молиться. Все равно нужно молиться в таком состоянии, как ты есть. Никогда не говори, что потом, может, завтра, может, у меня пройдет кризис, может, пройдет депрессия, и тогда начну молиться. Это очень важно. Не откладывая молитвы на потом. Решает молитва все вопросы. Матушка Евгения Святыми говорит, что нету таких проблем личных, семейных, даже международных.
проблемы, которые не можно было бы решить на молитве. Нету такого. Почему? Потому что во время молитвы я даю возможность Богу действовать. А для Бога нет ничего невозможного. То, что нам, людям, кажется, что уже никак с этого не выйдем сухим, что никак не удастся нам тут выкарабкаться с этой ситуации, Бог все может. И молитва действительно представляет горы, которые остаются после наших грехопадений. Вы столько нагрешили, столько последствий грехов. Оно должно нас задавить, как гора. А молитва делает так, что ты остаешься целым. Господь тебя спасает. Он из твоих защитников. Лукавый нас непрестанно обвиняет. То, что я часто говорю, это такая правда о действии лукавого. Он нас искушает и потом обвиняет. Искушает для того, чтобы нас обвинить. Притаскивает нас в свои сети, а потом говорит: смотри, что ты наделал. Это стратегия лукавого духа. Бог есть тем, который нас освобождает. И молитва имеет силу освобождения и исцеления. После некоторых действий человек находится в зависимости и в рабстве греха. Бывают рабства, из которых человек освобождается только через экзорцизм. То есть так сильное влияние лукавого духа, что только экзорцизм может его освободить. Бог дает освобождение. Есть также известные церкви экзорцизмы, которые произошли во время молитвы. Человек так много молился, так уповал на Господа, что лукавый дух задохнулся в нем и выпрыгнул, ушел из него. Значит, сильная молитва обладает свойством экзорцизма, что лукавый дух не находит себе в человеке места и уходит, оставляет его свободным. Так что сегодня Господь напоминает нам, что чтобы иметь жизнь с Ним, чтобы иметь полное единство с Богом, нам нужно прежде всего иметь время на молитву. Тратим очень много времени на разные дела. Сейчас одним из таких злодеев и воров времени является интернет. Множество информации, фильмов на разных сайтах. Заходишь и не чувствуешь, что прошел час, 2 часа, 3 часа. А чтобы помолиться 4 части розария, достаточно 1,5 часа. И вот это время, это огромная сила для тебя, для твоих родителей, для детей, для соседей, для сотрудников. Но все равно лукавый говорит: зачем это нужно? Возьми планшет и выставляй в Фейсбуке, следи в Фейсбуке, час-два, столько интересных вещей, столько смешного, приколов столько. Интересно, конечно, интересно. А мы угробили час, 2, 3, а на розарий жалко. Даже 1 час, 20 минут жалко. А на вот это не жалко 2 часа, 3 часа. Вот это есть действие лукавого, который говорит: смотри, сколько в мире интересного, что ты будешь себе гробить молитвой. И мы живем таким пониманием, нам кажется, что действительно, зачем будний день ехать на службу? Достаточно воскресенья. А будний день вот лучше я отдохну. А может быть отдохновение лучше, чем еще служба даже в будний день. У многих из вас есть машина, едешь туда-сюда, не жалко,
А на службу, то, что касается Бога, мы так экономим, эту молитву так сжимаем на минимум, лишь бы греха не было. Немножко помолимся, чтобы помнил Господь обо мне, и все. А потом мы удивляемся, что мы просим, а Господь ожидает. Он ожидает, когда сердце мое будет радоваться, что могу с Ним поговорить. Если хлопчина влюбился в девочку, то он домой не хочет возвращаться, он бы стоял возле ее забора и до утра. Если мы любим Бога, то и в нас должна быть такая же реакция, что на молитве я могу быть очень долгое время. Святой Иоанн Мария Виannей говорит, когда он был настоятелем, и Бог так допустил, что в окрестности нужно было ему помогать другим священникам, и он ходил пешком по разным селениям, поддерживая священников, помогая им душпастырски. И говорит, я постоянно молился, и говорит, поверьте мне, эта дорога казалась мне очень коротенькой. Когда любим молитву, то молитвы нам всегда не хватает. То есть всегда будет мало, она никогда нас не будет утомлять. Не будем говорить, да, еще час, еще зачем, так долго. Такого не будет, потому что Господь тебе покажет, что в молитве Он действует в твоем сердце, Он меняет, наводит порядок, Он делает невозможно в твоей жизни. Поэтому просим Тебя, Господи, открывай нам всегда глаза на силу разговора с Тобой. Помолимся Богу Отцу, будем смотреть на икону Бога Отца в нашем храме и будем Его просить о нужной благодати словами, которые научил нас Господь Иисус. Отче наш, Чуешь на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в свои искушения, но избавь нас от лукавого. Иисус сильнее нас, и нашу физическую и духовную силу, исцеляет нас от всех недугов. Только нужно верить, что Он все может. Что если мы приняли Иисуса, и щедрым сердцем общаемся с Ним, чистым сердцем, то Он может совершить великие чудеса и в твоей жизни, так как совершал чудеса в жизни апостолов, пророков. Господь с вами. И за духом Твоим. Да будет имя Господне благословенно. Аминь и аминь. Помощь наша в имени Господа. Сотворившего небо и землю. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Да будет прославлен Пресвятое Таинство. Истинное тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа. Отец твой, Отец